Приветствуем вас, дорогие друзья! Сегодня день Пасхи, грустить нам нельзя. В воскресную школу пришел чудный день. Настал светлый праздник, ушла ночь и тень. Я вас поздравляю, Спаситель воскрес! Пусть звуки и песни летят до небес. Пусть будет счастливым торжественный час. Сын Божий распятый воскрес и для нас. Вокруг, посмотрите, природа цветет, весна песню славы Иисуса поет. День Пасхи, великое чудо для всех. Своим воскресением Христос попрал грех. Спаситель воскрес! Как все это случилось? Как люди спасения в Иисусе открылось? А что значит Пасха, хотела бы я знать, и кто начал первый ее отмечать? Распяли Иисуса. За что? Почему? Он зла не творил на земле никому. Мессия воскрес! Он на небе с Отцом, а мы будем в небе с Иисусом Христом. Да, много вопросов у вас. Давайте же вспомним о Пасхе рассказ. Ее отмечали евреи семьей, когда отправлялись с Египта домой. Тяжелым был гнет на евреев в те дни, гармония по силам тянули они, удары плетей, унижение, обман, евреи мечтали уйти в Ханаан. Они так страдали от рук египтян, о помощи к Богу взывал целый стан, и горечь молитвы, и вопль их сердец услышал Господь, дал ответ наконец. И чудо свершилось, народ весь в пути, Господь им помог из Египта уйти. Когда ж выходил из Гесема народ, он Пасху совершал, это Пасха исход. Израилю дал повеление Господь, посалимо ангелов в ту ночь заколоть, и кровлю помазать дверь в дом поскорее, чтоб ангел-губитель не тронул детей. С тех пор у евреев пасхальный обед уже существует так множество лет. Они вспоминают ту священную ночь, когда из Египта Бог вывел их прочь. Вот так в первый раз совершал Пасху народ, когда отправлялся в далекий поход. Не смог фараон изменить Божий план. Господь вел Израиль в родной Ханаан. Потом в Иудее построен был храм. Но жаль, не всегда Бога славили там. Порой наказание Господь посылал за то, что народ быть святым не желал. Фараон,